Так называемое дело Скрипаля сегодня будут обсуждать в Совбезе ООН в Нью-Йорке и уже обсуждают в ОСХО в Гааге. Журналистов на заседание не пустили и посоветовали следить за новостями в микроблогах. Там в какой-то момент появилась информация о том, что эксперты не установили страну происхождения вещества, которым якобы отравили Скрипалей. Дарья Григорова продолжит. Так называемый новичок никуда не испарился. Так говорят британские власти и уверяют, над веществом не властны ни дождь, ни время, ни солнце. Поэтому планируется потратить миллионы фунтов. Например, из парка, где нашли Скрипалей, вывезут почву. На улицах переложат плитку. Операцию по реновации Солсбери возглавят вооруженные силы. Сегодня в городе нами уже был замечен военный грузовик. На кузове оранжевая наклейка «Взрывоопасные вещества». Известно, что в Солсбери со дня на день приедут 190 солдат, которые и будут ликвидировать последствия так называемого новичка аж до самого Рождества. Хотя, казалось бы, в отравленном парке и утки чувствуют себя вольготно, и люди ходят мимо безо всяких спецкостюмов уже на протяжении 1,5 месяцев. Британские власти поясняют, концентрация новичка ничтожно мала, чтобы навредить живым организмам. Но главный эффект большой уборки уже был достигнут еще до ее начала. Местные не на шутку испугались. Это очень грязная серия инцидентов. Если бы у меня были какие-то планы ехать в Россию, я бы никогда и ни за что не поехал. Кроме парка, чистку проведут в ресторане и пабе, где сидели Скрипали, а также в отделении скорой помощи и в доме сержанта Бейли, который отравился после контакта с бывшим британским агентом и его дочерью. В общей сложности военные будут работать в 9 разных точках. Идет четкая линия совершенно на зачистку каких-либо вещественных доказательств. Это первое. Второе, продолжена линия на то, чтобы скрывать Скрипалей от общественности. Никто их не видел, никто не видел фотографии, никто не имеет возможности с ними общаться. Возможности, конечно, влиять на британцев в полном объеме у нас весьма ограничены. Но на кону стоит репутация этого правительства, потому что чем больше затягивается вот эта вот секретность вокруг этого очень резонансного дела, тем больше даже те же самые британцы задают больше вопросов своему собственному правительству. Все это очень напоминает историю с полонием, когда кто-то ходил по маршруту и просто оставлял метки. Сейчас то же самое повторяется. Там на двери нашли, еще в ресторане нашли. То есть это просто явная фальсификация доказательств. Британцы пытаются ввести в заблуждение мировое общественность и инспекторов ОЗХО. За новостями из Солсбери в 10-часовых поясах от Гринвича следят в Приморском крае. В Арсеньеве живет родная племянница Сергея Скрипаля и двоюродная сестра Юлии, Елена. Она уверена, ее родные пропали из виду не по своей воле. Даже бы, если, вот как нам преподносят иностранные СМИ, информацию о том, что Юля не хочет вернуться в Россию и все прочее, она могла спокойно выйти и сказать, да, об этом. Я думаю, что ей не дают, они переживают, что она может сказать непосредственно в камеру что-то не то, что от нее хотят. Пока британская сторона ограничивается новыми подробностями, которые нередко противоречат предыдущим. Британская Минприрода заявила, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении, было в жидком состоянии. Хотя до этого эксперты заявляли, что это был гель, а еще раньше газ. Тоже и с местом отравления. Вначале на входную дверь в дом Скрипалей никто и внимания не обращал, а потом вдруг именно она оказалась отравлена и опасна, причем якобы, как и многое другое, опасно до сих пор. Если бы он был активен, за эту ручку хваталось много людей. И было бы множественные косвенные отравления и так далее, чего фактически нет. Поэтому все живы и здоровы. Вот. И в этой связи, например, у меня родилось впечатление, что падение людей такое резкое в парке, там, на скамейке, было следствием обработки их спреем, каким-то спреем обездвиживающим. Заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия началось сегодня с отравления в Солсбери. Тему подняли по инициативе Великобритании, которая накануне опубликовала свой доклад. Идентификация использованного вещества – это неотъемлемая часть доказательств в нашем расследовании. Но, конечно, ни лаборатория в Портендауне, ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке. Мы считаем, что только у России есть технические способности, опыт и мотив избрать целью Скрипалей. Получается, вместо доказательств вновь только предположения. Чтобы предотвратить доступ российских специалистов к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медицинские работники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что дало возможность собрать биохимический материал и манипулировать состоянием их здоровья, даже не консультируясь с ними. Великобритания
не публикует результаты своего расследования. Понятно, что если бы в процессе расследования выявились бы факты, которые подтверждали вину России, безусловно, эти факты были бы опубликованы. Лондон все-таки ответит на вопросы Москвы по делу Скрипаля. И это в Гааге пообещал постпред Британии при ОЗХО. На подготовку уйдет 10 дней. Неизвестно, останутся ли в Солсбери к этому времени хоть какие-то улики. Дарья Григорова, Александр Хабаров, Ксения Колчина и Виктор Казаков. Вести из Солсбери, Соединенное Королевство.